Приветствуем вас, друзья, на YouTube-канале Гагауза Медиа. Это «Свободный взгляд» и я, Екатерина Жекова. Сегодня гостем «Свободного взгляда» станет бывший председатель Конституционного суда Молдовы, экс-министр юстиции Александр Танасия. Обсудим мы затянувшийся процесс формирования руководства Народного собрания Гагаузии, 7 месяцев политического тупика, ситуацию вокруг отставок молдавца. Ну и если останется время, поговорим о других резонансных событиях. Господин Танасия, здравствуйте, если вы нас слышите. Приветствую вас. Здравствуйте, вас прекрасно. Искренне благодарю за то, что вы со своего сжатого графика нашли время для нас. Давайте начнем с самого главного, что лежит на повестке дня обсуждения в Гагаузии. На протяжении, как я уже сказала, 7 месяцев никак не найдется решение для того, чтобы объявить законно, правомерно проведение выборов в Народное собрание Гагаузии. И наслоилось еще и то, что сейчас, собственно говоря, и руководство, казалось бы, не то, что казалось бы, но фактически нет. Потому что человек, который исполнял обязанности, господин Орманжи, попросил отставки у своих коллег, отставку не приняли депутаты Народного собрания Гагаузии. И у меня есть вопросы к вам, я думаю, они интересны общественности. Объясните, пожалуйста, как юрист, правовед, конституционалист, что происходит, как к этому относиться. Давайте начнем с самого главного. Как вы оцениваете ситуацию сейчас вот вокруг вот этого главного вопроса организации выборов? Ну, я повторю то, что и раньше, как мы с вами обсуждали, Екатерина, это искусственно созданная проблема, абсолютно искусственная, и ее можно было решить без никаких абсолютно проволочек еще год тому назад. Если бы Народное собрание проголосовало так, как предписывал закон, и поменяла, привела бы в соответствие с национальным законодательством те положения, которые касаются выборов в автономии. И не было бы абсолютно никаких проблем. Я хочу вам сказать, что если бы мы жили в более спокойное время, скорее всего, так оно бы и произошло. Но мы должны как-то контекстуально рассмотреть, что проходит в автономии. И мы не можем исключить из контекста, из общего пейзажа тот факт, что мы находимся в постшоровский период. Мы находимся в ситуации, когда эта автономия стала захваченной территорией олигархическими группами, которые просто издевались над этими людьми и манипулировали этими людьми и использовали саму автономию в своих абсолютно меркантильных и корыстных целях. И глупо было бы ожидать, что переход он будет мягким. Скорее всего, это абсолютно объективно, по-моему, даже натурально, что когда ты выбираешься из какой-то гнусной ситуации, нужно какой-то переходный период. И мы находимся в этом переходном периоде. Казалось, что вроде бы как-то мы двигаемся вперед после того, как в администрации президента в Кишиневе были проведены вот эти консультации между Кишиневскими властями и представителями автономии. Да, и как-то вы знаете, я довольно оптимистично смотрел на этот процесс, потому что Кишинев практически согласился со всеми требованиями, даже относительно избирательной комиссии нашли компромиссное решение, что не будут ее переименовывать. На русском языке она будет называться по-прежнему. По-моему, в этой ситуации было очень мудро попробовать найти точки соприкосновения или то, что нас отделяет. Обычно умные люди так и поступают. Но все изменилось после того, как так называемый посол Озеров стал довольно часто появляться в компании лидеров из Камрата после посещения Камрата, где, скорее всего, они получили ЦУ, чтобы ни в коем случае ни о чем не договариваться с Кишиневым. И тот факт, что после того, как были достигнуты определенные, власти вместе с руководителями или представителями автономии разработали, скажем так, дорожную карту, как дальше мы двигаемся. И когда господин Узун объявил, что это все абсолютно является неприемлемым и не признают этих соглашений, было абсолютно очевидно, что мы сталкиваемся с другой проблемой. Это не проблема приведения законодательства в соответствии с национальным, это даже не проблема выборов. Эта ситуация намного опаснее, когда снова Российская Федерация пытается взорвать ситуацию на юге
И они будут искать, к сожалению, это уже очевидно, будут искать любые предлоги для того, чтобы как-то подтолкнуть людей на какое-то гражданское неповиновение и снова разделить. Я не хочу сказать два наших народа, а разделить наш народ, потому что так же, как гагаузы являются частью молдавского народа, и мы являемся частью гагаузского существования. Мы все вместе здесь живем более 200 лет, и нам еще тысячелетия жить на этой земле, и никто не собирается менять географию или что-либо в этом отношении. И Господин гражданский мир, Танаси, по-моему, это самое главное, о чем мы должны думать сейчас. господин Танаси, простите, а если бы не было этого визита Озерова, а это было ровно месяц назад, вы правы, что уже был подготовлен вот этот согласительный документ, когда состоялся визит господина Озерова в Камрад, если бы этого визита не было, вы также предполагали бы, что имеет влияние на эту группу, не на эту группу, а на решение этого вопроса Российская Федерация, как минимум в лице посла? Я понял ваш вопрос, Екатерина. Визит, он все-таки политическую нагрузку везет. То же самое можно несет в себе. О том же самом можно было договариваться по телефону. Тут не обязательно сам факт, что именно тогда он раздал ЦУ. Я думаю, это было его визит сам по себе являлся политическим месседжем. И я после этого даже написал большую статью на эту тему по поводу происходящего в автономии. И я сильно удивляюсь, что молдавские власти до сих пор не высылают этого товарища отсюда и как-то добиться от Российской Федерации, чтобы они назначили нормального посла-дипломата, а не работника спецслужб, который занимается абсолютно несвойственной работой для дипломатического представителя. Поэтому визит сам по себе это больше был месседж, чтобы показать, что Россия всегда будет присутствовать на этой территории, и они имеют здесь какое-то влияние. Как они договаривались, ну, это другой вопрос. Скорее всего, это могло произойти намного раньше или в другом месте. Но это не меняет сути самой Собственно проблемы. говоря, этот визит обозначился тем, что в очередной раз привезли книги, собственно говоря, что всегда и делают, книги на русском языке. То есть других каких-то таких вот... главной помпой, скажем, этого визита стало то, что привезли книги. Господин Танаси, я хочу очень попросить вас, как человека, знающего хорошо законы Республики Молдова и закон Гагаузии, прокомментировать вот какую ситуацию. Сегодня человек имеет право просить отставки, депутаты должны были принять его отставку или нет. То есть как нам понимать ситуацию, что у Народного собрания Гагаузии оно сегодня вовсе обезглавлено. То есть не было Константинова, который ушел, сбежал, как угодно можем говорить, но он ушел. Затем был назначен через голосование исполняющий обязанности один из замов. На сегодня отставка не принята. Есть ли кто-то, кого можно считать главой Народного собрания Гагаузии? Господин Лейчу, еще один зам, который остался, он может считаться главой НСГ или как? Ну, гипотетически, да, он может считаться, но с другой стороны мы должны понять, что компетенции и срок полномочий Народного собрания истек уже много-много-много времени тому назад. На самом деле вот само продлевание каких-то полномочий Народного собрания, которые уже не находятся внутри своего мандата, само по себе очень проблематично. Потому что положения закона были разработаны исходя из того, что будут организованы, будут проведены нормальные выборы, и все будет происходить в каком-то нормальном конституционном режиме. Теперь, конечно, нам приходится разбираться с ситуацией и отвечать на довольно странные вопросы. А вообще может ли это Народное собрание что-то голосовать, если у них нету на самом деле народного мандата? Их народный мандат закончился после истечения срока полномочий. Но есть статья закона, которая говорит о том, что депутаты Народного собрания Гагаузии действуют до признания судом мандатов депутатов другого созыва, избранного 8-го. Так? Это общий принцип, но у них ограниченное количество полномочий. Они обладают правом только администрации, но не принятия каких-то серьезных положений. Но сейчас мы не должны как-то
привязываться к этому аспекту. Я больше уточнил его как политический факт, потому что нам нужно будет, чтобы Народное собрание провело подготовительные мероприятия, чтобы можно было провести выборы. Если Совершенно мы верно. сейчас, конечно, будем утверждать, что этот орган абсолютно не имеет никаких полномочий, мы вообще зайдем в такой тупик, где непонятно, как из него нужно будет выбираться. Это довольно опасная ситуация. Так что все интерпретации положения закона должны быть сделаны именно в сторону разрешения конфликта. И мне кажется, что тот факт, что сейчас сохранились какие-то рычаги власти у этого органа, у которого реально не должно было их быть в этом объеме, это способствует переходному вот этому периоду, чтобы можно было организовать нормальные выборы. Вот. Давайте поговорим еще о том, что с момента принятия вот того самого согласительного документа, о котором вы упомянули, прошло время, и вы помните, что согласительный документ был, 2 июня он обсуждался, состоялся бойкот, не было депутатов на заседании Народного собрания Гагаузии, не проголосован этот документ, но после него, после того заседания, появился документ Валентина Гайдаржи, который был полной копией с его слов Кодекса о выборах Гагаузии. Затем он тоже подлежал какому-то обсуждению, дескать, вот есть альтернативный документ. Сейчас, буквально вчера, прошли публичные слушания, он презентовал еще один документ. По его словам, он теперь сокращен, и там 6 или 7 страниц осталось в этом документе. Как вы думаете, тогда, когда есть согласительный документ, который просто задвинули и не стали его рассматривать, но этот документ был согласован депутатами парламента, депутатами Народного собрания Гагаузии, депутат из Гагаузии Александр Стояногло, одновременно депутат парламента Республики Молдова, тоже был в составе этой рабочей группы, он тоже высказывал свое мнение, что этот документ на самом деле может быть принят и может быть разрешением этой ситуации. Но почему-то этот документ отодвигается. Как вы думаете, о чем это говорит? И с юридической точки зрения, чем это чревато, если нас ожидает еще 7 июля и решение Конституционного суда? Ну, Екатерина, начнем с того, что согласительный документ сам по себе не является нормативным актом. Это политическое соглашение. И даже нет необходимости голосовать за это политическое соглашение в Народном собрании. Не было необходимости, вы считаете? Да, я думаю, я не вижу, потому что на самом деле он не влечет за собой никаких правовых последствий. Это политический документ. И поскольку лица, которые присутствовали в Кишиневе при обсуждении этого документа, имели весь объем полномочий, сам факт подписания этого документа и тот факт, что стороны пришли к этому соглашению, мне кажется, что это является достаточным для того, чтобы принять его как задорожную карту и начинать действовать в соответствии с достигнутыми соглашениями. Парламенты вообще не голосуют за такое. Это не международный договор, это не какой-то, это не закон, это не постановление, это просто политическое соглашение в одной довольно тупиковой ситуации, в которой мы оказались, какие шаги мы должны принять. И в этом отношении нет необходимости, просто нужно следовать вот этому документу, и это будет намного проще, чем просто наблюдать за этим спектаклем, когда вот эти мошенники, которые сзади сцены манипулируют процессом, выдергивают то одного депутата не хватает, то 2 голосов. Ну, это ребячество, я думаю, что это абсолютно несерьезно. Если мы договорились о чем-то, значит, наше слово что-то должно стоить, и мы должны дальше следовать достигнутым соглашениям. Ну вот об этом, о чем вы говорите, говорил как минимум исполняющий обязанности спикера Народного собрания Гагаузии господин Орманжи, когда провел свой брифинг, обращался к своим коллегам и сказал, что этот документ, он его назвал, цитирую, «нашим спасением является». Если мы не принимаем этот документ и не утверждаем дату, не организовываем выборы, то тогда мы сами даем возможность Конституционному суду принять то решение, которое оно примет. И тогда он сказал, выборы будем организовывать не мы. Вот что вы за этими словами, как вы думаете, что-то большее есть, чем само вот это сообщение? Вы знаете, я думаю, что это очень взрослая оценка вот этой кризисной ситуации, которая состоялась. В любой кризисной ситуации есть 2 варианта разрешения. Когда сами стороны для себя находят более или менее благоприятную формулировку выхода из этого кризиса, сами стороны определяют, что им является более приемлемым. А есть второй сценарий, когда третья
третья сторона обяжет всех, как поступать. И это может быть Конституционный суд. И то, что Конституционный суд выскажет, конечно, это будет окончательным словом, невозможно будет его каким-то образом подставить под сомнение, он будет обязательным и для молдавских властей, и для представителей автономии, и получается, что вместо того, чтобы достигнуть какого-то мирового, более мягкого решения вот этой ситуации, мы будем приводить в исполнение и Камрад, и Кишинев решение Конституционного суда. Может быть, в этой ситуации даже это более приемлемый выход, но, откровенно говоря, вот я как человек, когда я всю жизнь работал с правом, и адвокатом был, и не раз заключал разного рода соглашения, хочу вам сказать, что тот тип соглашения, где стороны сами договариваются о выходе, о формулировке выхода из кризиса, он всегда является более приемлемым, чем исполнение судебного решения. Но это выбор людей, которые на самом деле просто играют с огнем. И я, может быть, грубо выражусь, им просто наплевать на автономию, наплевать на то, что вот 30 лет как-то строили эту автономию. Конечно, это было... У нас не было ни у кого опыта, ни в Камраде, ни в Кишиневе. Это первый случай, когда у нас есть автономия на территории страны. И, может быть, мы какие-то ошибки допускали. Это тоже абсолютно нормально в этой ситуации. Но как-то мы двигались вперед. И это все сейчас спустить, знаете, как под поезд и забыть про все это и начать снова конфронтацию, я думаю, что это является огромной политической ошибкой, которая нам будет очень дорого стоить. И именно, скорее всего, этого и добиваются те, которые манипулируют этими людьми. И жалко, очень жалко, что обычные граждане в автономии не понимают Ну, потому что того, никто не разъясняет, вы понимаете, что мало кто разъясняет. Мы имеем общественное телевидение ГРТ, которое не говорит об этих проблемах и не приглашает в свои студии тех экспертов, которые могли бы очень здраво рассуждать и говорить о том, чем чреваты те или иные действия либо бездействия депутатов Народного собрания Гагаузии. У меня к вам еще есть несколько вопросов. Скажите, когда вы были у нас в студии проекта «Единомышленники», мы задавали вам вопрос, как вы смотрите на то, что Министерство юстиции подало вот это обращение в Конституционный суд относительно изменения положений, конституционности, вернее, некоторых положений. Да. Проверки конституционности по Центральной избирательной комиссии и так далее. Да. И вы тогда в нашей студии, это уже было, наверное, 2 месяца назад, вы тогда сказали сдержанно, но была понятна ваша позиция, вы сказали, могло бы Министерство юстиции этого не делать, потому что вы считаете, что все можно уравновесить или выяснить путем каких-то диалогов между Камрадом и Кишиневым. Прошло 2 месяца с лишним, что вы думаете об этом сейчас? Я придерживаюсь примерно того же мнения. На самом деле Минюст, он подал это заявление, но суть-то не в этом, Екатерина. Мы же прекрасно понимаем, что мы не сталкиваемся с правовой проблемой, которую необходимо или возможно решить путем какого-то юридического решения со стороны Конституционного суда. Мы прекрасно понимаем, что эффект Конституционного суда в этой ситуации, он будет в большей мере политическим, чем юридическим. И, как правило, нельзя, не совсем эффективно использовать правовые документы, когда можно использовать более свойственные. Но другой вопрос. Все-таки Министерство юстиции обладает конституционным правом обратиться в Конституционный суд для того, чтобы проверить положение какого-то закона. Но в чем тут я вижу не то, что риск, но скрытый сценарий всего этого. Дело в том, что сами поправки в Конституции, которые вводились в 2001 году, они были приняты с большим количеством нарушений процедур. А основное нарушение, тот факт, что Конституционный суд давал заключение на один проект закона, а парламент проголосовал за другой. И это означает, что сами поправки могут быть объявлены неконституционными. И тогда чем это будет чревато? Просто Гагаузия может столкнуться с тем, что вообще никакого статуса не будет. И мы будем снова сначала договариваться о статусе Гагаузии.
Это нас отбросит там много лет назад. Это тоже возможно. Я говорю, я не уверен, что Конституционный суд пойдет по этому пути. Но очень многие конституционные суды в мире обычно, когда сталкиваются с проблемой незаконности введения поправок в Конституцию, они аннулируют эти поправки. И хочу вам сказать, что поправки в Конституции, согласно которому выборы от всенародных президента перешли в компетенцию парламента, они таким же образом были аннулированы Конституционным судом. И есть десятки случаев в разных странах мира, где именно так поступают. Может быть, именно это знал и именно об этом пытался своим коллегам говорить господин Орман же, слушая сейчас вас, у меня сложилось такое впечатление. Может быть, именно это хотел? Я не знаю. Я не знаю. Увидим. До 7 июля осталось не так много времени. Через неделю будет заседание Конституционного суда. Увидим. Но за эту неделю одновременно с этим я, как жительница Гагаузии, очень рассчитываю на то, что Народное собрание Гагаузии не 5, не 6, не 10, а все депутаты, абсолютно 33 депутата, понимают степень важности, соберутся на заседание и выскажутся. У меня есть еще 2 вопроса к вам. Они короткие, но очень важно ваше мнение. И еще одно уточнение. Я Да. хочу как принцип вам сказать, что любое мировое соглашение лучше, чем решение суда. Это в любой ситуации. В любом деле, наверное. Абсолютно, вот этот подход, он абсолютно универсален. Потому что когда заключается мировое соглашение, стороны выбирают, что именно вписать в него. А когда пишет третья сторона, уже судья будет решать. Это может быть абсолютно разные вещи. Поэтому чем быстрее, если до 7 числа найдется выход из этой ситуации, чтобы мы это все разблокировали, скорее всего, это решение Конституционного суда может нести больше такой символический характер и никоим образом не влиять на ситуацию в автономии. Следующий вопрос касается того, что можем ли мы говорить об узурпации власти, если депутаты Народного собрания Гагаузии затягивают этот процесс? Ну, потому что нам изнутри видно, что затягивается процесс, они не хотят собираться на заседание, не хотят серьезно отнестись к этому вопросу, им не нужны выборы, потому что и так хорошо. Как говорят очень многие представители примарского корпуса, представители гражданского общества в Гагаузии, которые видят эту ситуацию, пытаются ее как-то оценить, очень многие говорят о том, что им очень хорошо. То есть это может длиться и 3, и 5 лет, и бесконечно. Почему нет? Есть ли в этом узурпация власти и кто должен дать оценку? Ну, я был бы более осторожен с такими формулировками. Все-таки узурпация власти является уголовным преступлением. Я не думаю, что сейчас мы можем говорить о каких-то составных частях уголовного преступления. Скорее всего, мы сталкиваемся с кризисной ситуацией относительно того, что они хотят сохранить свои полномочия. Возможно, но мы прекрасно понимаем, что это невозможно делать до бесконечности. В один прекрасный момент эту ситуацию решат. Либо она решится каким-то образом в Комате, либо сам парламент может ее решить, принять какой-то закон именно по выходу из этой ситуации. Есть возможность законодательная принять такого рода закон и поставить обе стороны в нулевую точку и так далее. И сами организуют выборы без участия полностью властей в автономии. То есть нежелание покидать свои должности, кабинеты, уходить не является узурпацией власти? Ну, вы понимаете, любой человек, который попадает в какой-то кабинет, он должен понимать, что в один прекрасный момент его придется покинуть. И это абсолютно здравомыслящий человек, он поймет сразу же. Ну, не все, к сожалению, так мыслят. Тем более, когда полномочия закончились в ноябре. Да, это не узурпация власти, потому что узурпация власти все-таки это преступление предусмотрено Уголовным кодексом, и когда мы говорим о преступлениях, должны быть вместе собраны те элементы, которые позволяют квалифицировать какое-то деяние как преступление или как нет. Но, Екатерина, вы знаете, вот честно говоря, в таких ситуациях я всегда пытаюсь избегать каких-то жестких заявлений, которые может просто больше навредить, чем помочь. Я думаю, что лучше придерживаться теории или линии, что-то является непонимание и конфликт, и попробовать найти в дальнейшем пути соприкосновения. Это было бы намного эффективнее и полезнее. Я объясню почему. Потому что я смотрю не на этот кризис как на что-то, какое-то событие, где заканчивается мир. Нет. Я исхожу из того, что мы еще будем жить вместе столетиями.
И гражданское согласие, оно состоит и создается кропотливо, мелкими усилиями. И это долгосрочный процесс. И для этого нужно очень много работать. И в Согласна. этой ситуации главное, чтобы этот кризис, он не остался вот этим осадком между нашими отношениями, что позволит нам и в дальнейшем нормально существовать. Иначе никому не нужна эта автономия. Зачем нужна автономия, которая противостоит постоянно Кишиневу? Ну, абсолютно никому это не нужно. Мы же совсем для других целей ее создавали, чтобы люди сохраняли свою культурную самобытность, для того, чтобы можно было развиваться, чтобы развивать свой язык, вернуться к своим корням, получить возможность обучаться на национальном языке. Тут есть другие цели. Да, Не но для этой того, цели не следовали многие годы и Камрад, и Кишинев, согласитесь, в равной степени. То есть иначе не было бы такой степени конфликтности и агрессии со стороны Кишинева к Камраду и со стороны Камрата Кишинева. То есть это многие годы культивировалось. Ирина, я в данной ситуации скажу из другой логики, что тот, кто сильнее, тот всегда несет большую ответственность. Я считаю, что Кишинев виноват в основном из того, что там происходит. Кишинев виноват, что он допустил, что Шор захватил эту территорию. Кишинев виноват, что в течение 30 лет он нормально не проводил какую-то политику, чтобы гагаузы вернулись к своим истокам и стали гагаузами. И чтобы вырваться из этого обрусевшего ареала, где мы все еще живем мозгами в каком-то несуществующем мире Советского Союза, который никогда больше не вернется. И Кишинев имеет огромную ответственность за это. Потому что кишиневские политики тоже манипулировали. И Додон манипулировал, и Воронин манипулировал. Чтобы получить голоса, подогревали вот именно про имперские страсти, и когда они ложились под эту идеологию. И это было против наших общих интересов. Я думаю, общие интересы Республики Молдова, я говорю, Республики Молдова, включая и гагаузов, и украинцев, и всех, кто здесь в этой стране живет. Общий, чтобы у нас было согласие. Только страна, в которой есть согласие, нормальное существование всех граждан, независимо от национальности, она может добиться какого-то прогресса. Иначе мы увязнем вот эти все разборки, они бессмысленны. Я приведу вам десяток примеров на земле, где люди просто потеряли свое будущее, цепляясь за какие-то абсолютно несущественные вещи. Посмотрите, что произошло между Арменией и Азербайджаном из этого Карабаха. Там никто-то не жил в этом Карабахе. Из-за какие-то химеры прошлого люди потеряли 35 лет своей жизни. И те, и другие жили вот в этой гнусной ситуации. Только они договорились, вещи начинают налаживаться. То же самое они могли бы сделать еще 35 лет тому назад. Мы должны быть умнее и учиться на чужих ошибках. И не совершать этих ошибок. И понять, что у нас одна страна, мы живем на одной территории. Этого поменять никто никогда не сможет. И давайте найдем ту формулу, где нам будет уютно жить. И формула вот с этой автономии, которая она была, которую ее определили в 90-х годах, она, мне кажется, что она была очень интересной. Каждый получал то, что он хотел. Я не вижу проблемы в том, что гагаузы обладают большим количеством полномочий относительно. Это нормально. И, если хотите, мою точку зрения, за то, чтобы все абсолютно регионы Республики Молдова получили тот же объем полномочий. Это децентрализация. Это была бы децентрализация хорошая была бы для всей страны, совершенно верно. Отличная, и все бы были выигрыши. Поэтому я думаю, что вот этот коктейль, который у нас здесь сложился в Бессарабии, в Республике Молдова, он может, я его вижу как преимущество, что мы лучше жили и лучше двигались вперед. Но для этого не нужно давать возможность разного рода мошенникам манипулировать грубо нами. И тот факт, что да, определенная часть нашего населения она застряла еще в этом бывшем советском прошлом, и этого исправить нельзя. Хочу вам сказать, что после краха Британской империи во всех провинциях были люди, которые грезили по империи. После краха Австро-Венгерской империи до середины 20 века были люди, которые оплакивали империю. Такое есть, этот факт, он абсолютно тоже объективный. Но мы должны по-взрослому к этому подходить. И люди, которые представляют автономию, они должны понять, что они несут ответственность перед детьми и перед внуками всех, которые там будут жить.
Именно если мы сейчас ответственности мы построим... все и ожидаем от политиков и Камрате, и в Кишиневе. Еще один вопрос, чтобы завершить все же, да, я не могу его не задать, Да. потому что ответы на этот вопрос мы журналистами последние 2 дня не можем найти, а вы юристы, вы быстро на это ответите. В силу того, что нет спикера Народного собрания Гагаузии, нет исполняющего обязанности Народного собрания, господин Лейч сказал, что пока вы за меня не проголосуете, я не буду подписывать никаких документов, следовательно, он не принял на себя вот этот статус, скажем, исполняющего обязанности председателя Народного собрания. Мы замечаем, что появляется в том же кабинете, то есть в зале заседаний Народного собрания Гагаузии, какие-то брифинги делает господин Иван Бургуджи, который представляется как советник то ли председателя, то его председателя. Никто не знает, когда этот советник назначен, насколько он правомерен, правомочен говорить от имени Народного собрания Гагаузии. Что вы можете сказать об этом? Как юридически это понять, принять и что в этом есть? Я то, что скажу, многим не понравится, но все-таки, как говорится, слово из песни не выкинешь. Господин Бургуджи профессиональный провокатор. Это враг гагаузского народа. Если у гагаузского народа есть враг, который его подводит под плаху, это и есть Бургуджи. И нужно от него избавляться. Это человек из прошлого. Ему нет места в настоящем, тем более в будущем. Мне очень жаль, что Георгий Лейчу, который является хорошим юристом, и который прекрасно понимает, что происходит. У него не только юридическое образование, у него есть и жизненный опыт. И он является частью гагаузского народа. Мне очень жаль, что он вот следует и как-то позволяет, чтобы его втянули в эту игру. Относительно компетенций. Если у Народного собрания есть председатель, который представляет на законных основаниях, он будет подписывать все. Его нету, в его отсутствие вступает, это право переходит к заместителю. И точка. Если господин Лечу является заместителем председателя Народного собрания, это означает, что он имеет право полностью действовать от имени этого органа. И не нужны никакие дополнительные полномочия. Но более не нужно, потому что опять мы уходим в казуистику и начинаем изобретать какие-то вот такие заморочки, которые требуют времени и дополнительного решения. Мне кажется, что их постоянно изобретают, чтобы мы оставались вот на том же поле и не двигались вперед. Нам давно так кажется. Да, поэтому он должен сделать все, что от него зависит, чтобы выйти из этой ситуации. Если он сможет это сделать, поверьте мне, он останется в истории гагаузского народа как человек, который предотвратил очень большой кризис с непонятными еще последствиями и возможностями выхода. Мы должны вернуться чуть-чуть в историю, чтобы понять, что происходит. Дело в том, что после тех провокаций, которые были в конце 90-х годов, да, все, там было уйма провокаций. И российская армия, советская армия вписывалась, и местные разного рода провокаторы, и кишиневские провокаторы, которые отправили волонтеров в Камрад. Это все была спланированная акция, чтобы просто нас взорвать. Вот мы должны извлечь абсолютно все уроки из этой ситуации, чтобы не позволить больше никому решать вместо нас то, что мы должны решать. Но основным элементом и целью должно быть согласие и мир для того, чтобы мы нормально жили, развивались. Господин Танасий, я искренне благодарю вас особенно за вот эти последние 2 мысли высказанные. Мне кажется, не позволять никому решать за нас. И основной целью должно быть все-таки согласие в обществе. Это главное, чего сегодня не хватает не только Гагаузии, не хватает молдавскому сообществу, не хватает гражданскому сообществу. И, в общем-то, не хватает политикам понять, что все то, что нас может объединять, то и позволит решить многие вопросы жизнедеятельности страны. Искренне вас благодарю. Еще раз спасибо. Будем с вами еще связываться, потому что ситуация так выстраивается, что нам нужны мнения юристов. Благодарю вас. Друзья, на Гагаuz Медиа у нас вместе с вами сегодня на связи был Александр Танасий, экс-председатель Конституционного суда. Мы говорили о важном для Гагаузии. Вы же не забудьте ставить лайки, друзья, подпишитесь на наш канал и, конечно, порекомендуйте друзьям это сделать. Нам нужны люди, которые следят за тем, что происходит, и слышат мнение тех, которые важны, чтобы знать, понимать правильно, как относиться к тому, что происходит.